Таджикистане врачам урезали зарплату. Клан Рахмона и гуманитарная помощь. Туркменистан. День ковра и день велосипеда. В Айнинском районе на севере Таджикистана медперсоналу и врачам снизили зарплату. Об этом пишет Ахбор.ком. Главы центров здоровья Айнинского района ранее получали 1130 самани, около $110 в месяц. Но с марта им уже 2 месяца как выплачивают на 300 самани меньше, всего 830 самани, примерно $80. Это произошло одновременно с тем, что президент Эмомали Рахмон публично дал соответствующим органам задание о повышении зарплат медперсоналу и врачам в 2 раза. В местной администрации и бухгалтерам медучреждений заявили, что главы центров здоровья ранее получали слишком большую зарплату – 1130 самани или $110. Но в районном бюджете нет средств продолжать платить им такие деньги. Зарплаты врачей были урезаны в дни, когда объем их работы намного увеличился из-за пандемии коронавируса. Врачи считают урезание их и без того мизерных зарплат верхом несправедливости. Но в то же время врачи Айнинского района на прошлой неделе получили так называемую гуманитарную помощь от имени президента Эмомали Рахмона. А именно врачам раздали по 2 килограмма картошки, 2 килограмма лука, 2 килограмма гречки, 2 килограмма перловки, 2 литра масла и по 10 килограмм муки. Неужели Айнинский район, считающийся одним из промышленных районов республики, обеспечивающий госбюджет за счет своих многочисленных месторождений угля, золота и других ценных металлов, не в состоянии платить своим врачам даже их мизерную зарплату в 1130 самани? Вопрошает один из местных врачей, пожелавший сохранить анонимность. Раздачу же по 2 килограмма картошки и лука врачи региона в разговоре с журналистами сравнили с конфетой, которые пытаются обмануть маленьких детей. و مخصوصا که در همین روزها از ولایت ختلان شهر بختر صاحبکار انفرادی اسماعیل محمد ظاهر کمک مودی غذایی خود را به В интернете опубликован видеорепортаж о том, что внук президента Эмомали Рахмона Исмаил Махмад Заир оказал продовольственную помощь 2000 нуждающихся семей, сиротам и инвалидам в городе Душанбе, Сагдийской области и Горно-Бадахшанском автономном округе. Помощь состоит из таких продуктов, как мука, сахар, рис, масло. В репортаже Исмаил Махмад Заир назван отечественным предпринимателем. با صاحبکار اسماعیل محمد ظاهر و اقدام‌های پیشگرفته جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امامعلی رحمان می‌رسانیم. Напомним, ранее государственные СМИ Таджикистана сообщили о том, что рынок Само города Гиссар, принадлежавший Махмад Заиру Сахибову, выделил 70 тонн продовольственной помощи врачам Гиссара и больнице Истеклол города Душанбе, а другой зять президента Шамсулло Сахибов, племянник Махмад Заира Сахибова, отправил 25 машин помощи больницам Хатлонской области. Также Азада Рахмон, вторая дочь президента и глава президентского аппарата, по сообщениям официальных СМИ, передала больнице Дангаринского района 100 кроватей со 100 постельными комплектами. Также ранее в таджикском сегменте социальных сетей были опубликованы фотографии нескольких фур, на которых были прикреплены баннеры с надписью «Гуманитарная помощь от основателей нации президента Эмомали Рахмона». Но в то же время иностранная гуманитарная помощь широко в СМИ не освещалась. دیگر کمک ها میگیرین Эксперты, знакомые с ситуацией, отмечают, что есть высокая вероятность того, что вся оказываемая гуманитарная помощь от имени президента, его семьи и приближенных – это либо та гуманитарная помощь, которую Таджикистан получил от различных стран и международных организаций, либо она приобретена за бюджетные деньги. По их мнению, даже если предположить, что родственники Рахмона потратили деньги из своего кармана, все же эти деньги они приобрели, грабя народ Таджикистана и его недры в течение десятилетий. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил праздничное обращение к населению Туркменистана по случаю Дня туркменского ковра и приближающегося Дня велосипеда.
31 мая в стране отметили массовым празднованием праздника Дня ковра. Hanımlar ve cenaplar, size bütün dünya velosiped günü ve payitahtımızda velosiped binasının açılma olan tüytürü. Как сообщает государственная пресса, на заседании правительства 29 мая президент поздравил население с приближающимся Всемирным днем велосипеда. И это все происходит на фоне глобальной пандемии COVID-19. Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения о необходимости соблюдения социального дистанцирования, 7 апреля Туркменистан отметил Всемирный день здоровья велосипедным маршем, охватившим всю территорию страны с участием 7000 человек. Тем временем Туркменистан остается единственной страной региона, где официальные власти до сих пор не признали наличие инфицированных. Ранее СМИ сообщали о том, что власти Туркменистана прячут инфицированных коронавирусом от экспертов ВОЗ.